Второй момент, который нас настораживает, и мы хотим об этом сказать. Это в прессе и на телевидении появился такой термин – полевые командиры. Полевые командиры, которые там строят свою стратегию, тактику, там навязывают свои условия власти и так далее, и так далее, и так далее. Что такое полевой командир? Полевой командир – это термин военного времени. Это когда, извините меня, народ ведет партизанскую борьбу. Это когда народ ведет войну там, с тем или иным оккупантом, или там, я не знаю, или там сам нападает, там, я не знаю. Это военный термин. Сегодня мы живем в стране, где никаких военных действий нету. Сегодня мы живем в стране, которая взяла нейтралитет по отношению ко всем конфликтам, которые сегодня происходят в мире. Сегодня мы живем в стране, где власть старается решить все конфликтные ситуации того или иного рода. О каких полевых командирах мы можем говорить? У нас что, Чечня? У нас что, Афганистан? У нас что, какой-то, допустим, этнос взял в руки оружие? Почему это делается? Я вам скажу почему. Для того, чтобы показать общественно, обратите внимание, что мир сегодня стал маленьким, тесным, благодаря информационным технологиям. И когда говорят полевой командир, у людей сразу ассоциация: Чечня, Афганистан, Ирак и так далее, и так далее. Ассоциация. И теперь, когда люди слышат это, они думают: эти люди, так называемые полевые командиры, приведут нас к войне, приведут к насилию и так далее, и так далее. Вы хоть раз от нас слышали вот, от тех инициативников полям протеста, что мы призываем к насилию? Первый, кто заявил сегодня о том, чтобы вопрос надо решать в русле переговоров, это бывший Авдет, когда мы были там. И сегодня Сибат, когда мы в Сибате. В нормальном, мирном русле. Кто об этом заявил? Сегодня мы видим, как другие организации играют доспехами, показывая типа того, что с нами не будете разговаривать, вот так мы вам устроим здесь Чечню, Боснию и так далее, и так далее. Понимаете? Но мы этого не делаем. Мы мирные люди, мы приехали сюда в Крым жить, мы приехали к людям, которые хотят жить мирно, и мы хотим этого тоже. Мы не полевые командиры. Мы просто инициативники, которым народ доверил право разговаривать с социумом, которым сегодня есть в Крыму. Это власть, это вы, это другие этносы и так далее, и так далее. Мы не можем же здесь 10 тысяч человек сидеть. Правильно? Но сегодня этот момент, это в информационном пространстве Крыма, не только Крыма, преподносится, что сегодня мы отросток каких-то, как вам сказать, военных формирований, которые сегодня есть в Крыму, и которые на этой теме давят на власть, используя бренд поля протеста и так далее, и так далее. Это, опять же, хочу сказать, чистая ложь. Никакие мы не полевые командиры. Если у нас на наших лицах борода это не символ полевого командира, как кто-то хочет нарисовать. Борода это символ веры. Почему же не говорят же на иудейского раввина, когда он идет с бородой, что вот он полевой командир или там террорист? Нет, не говорят. Или когда славянский священнослужитель идет и с бородой, все, батюшка там, почитайте там за меня. Нормально. А когда человек, крымский татарин, и больше того, что он занимающийся какой-то общественной деятельностью, начинает отпускать бороду, именно символизируя свою веру, все, это полевой командир, это нечто страшное, это угроза для общества и так далее, и так далее. Нет, нет. Человек веры. И мы сегодня увидели это на феодосийских событиях. Люди веры поступили правильно. Они не стали подливать масло в огонь для разжигания вот этого конфликта, братоубийственного конфликта, конфессионального, религиозного конфликта. Они наоборот сделали все для того, чтобы это заслужить. И мы на этом стоим. Религия это не политика. Религия это связь с Богом. Все.
И поэтому привязывать вот это, понимаете, это неправильно. Это некрасиво, это неэтично. И опять же, вот наше второе заявление, то, что мы к термину полевой командир отношения никакого не имеем. У нас нет полевых командиров, у нас нет полевых командиров, у нас есть инициативная группа. Инициативная группа, которая ведет путь диалога для решения вопроса полян протеста. Все. Как только вопрос решения полян протеста закончится, то есть решится в интересах власти и в интересах народа, который как бы сегодня сосредоточен на этих полянах протестов, не только крымских татар, опять, я вчера разговаривал, у нас есть такая женщина, Галя Дорошенко, она говорит, я так переживаю за вас, так столько грязь на вас льют, но вы же честные люди, мы же это видим, этот человек славянской национальности. Я говорю, Галя, ну что поделать? Ну, сегодня большинство сегодня как бы использует народ в своих корыстных интересах. Большинство. А мы народ, и мы за народ, и мы хотим это, чтобы все прекратилось. Поэтому хочу сказать еще раз, то, что мы не имеем никаких интересов. И для этого есть структуры, это есть МВД, есть СБУ, которые может это проверить и дать свою оценку. Поэтому нельзя так громогласно заявлять, а вот они, вы приведите факты, а потом говорите. А так это все нету, но имеет другой смысл. И мы не полевые командиры. Мы никакого отношения, ни к конфликтам не имеем. Ни к Аль-Каиде мы никакого отношения не имеем. Ни к другим конфликтам, которые сегодня происходят в мире, мы не имеем. Мы крымские татары, которые вернулись в Крым для того, чтобы мирно жить и мирно строить свой дом, исповедуя свою религию, которую я вам хочу сказать, что Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммад, это все люди от одного источника. И поэтому, когда нам говорят, вот так друг другу там будем, я никогда этого делать не буду. Я никогда не буду призывать к насилию, потому что моя вера мне это запрещает. Вот это вот по двум моментам, которые у нас есть. Но у нас есть несколько еще других острых вопросов, которые сегодня тоже есть. Но это предоставляю слово Ренату. Я верю,